Башкортостан можно смело назвать опорным пунктом авиационной промышленности России. Здесь работает крупное авиационное предприятие в Кумертау – КУМАП, флагман отечественного авиационного моторостроения УМПО, Уфимское агрегатное производственное объединение УАПО и агрегатное предприятие «Гидравлика». Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» разрабатывает и производит комплектующие изделия для авиации, а также ракетно-космической и оборонной техники. С 2011 года «Гидравлика» входит в состав холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». Для укрепления и развития сотрудничества в Уфе с рабочим визитом индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков вместе с главой Башкортостана Радием Хабировым они на Уфимском агрегатном предприятии «Гидравлика». Да, желаем. Доброе утро. Что-то нам будет показывать. Ну, на сегодняшний день как раз идет отработка стенда i9. Поставили опытный образец. Стенд вводится в эксплуатацию. Тоже стенд новый, комплексный. На нем как можно, возможно, проводить испытания как наших старых изделий ТА-8, ТА-8В, так и i9, i9В. Но при желании, соответственно, можно параметры ввести. Если появится необходимость сафир испытывать, то вот на этом стенде тоже можем проводить испытания сафира. Сейчас идет аттестация. Надеюсь, до конца марта аттестацию мы закончим. Проведу ремонт со своим комплектом РГК. То, что на сегодняшний день изготовили, мы дальше перейдем, я покажу. Весь комплект РГК. Да, это испытательный бокс. Двигатель стоит. С вашего разрешения сейчас запуск произведем. Потом, если при желании, можно зайти, посмотреть данный двигатель. Это i9, импортозамещение. Комплексный стенд чем уникален? Тем, что здесь на всей база полностью российская. Здесь импорта ничего нет. И, соответственно, это не основной маршевый двигатель, это тот двигатель, который помогает запускать основной маршевый двигатель и, соответственно, отрабатывает по энергетике на стоянке. Открывайте. Зайдем, покажу. То есть это наш технологический двигатель уже, стенд защита. Это ремонтный. То есть, как бы на сегодняшний день инициатива и пожелание было ваше, Анатолий Эдуардович, поэтому работу проводим. В штуках на сегодняшний день подготовка производства сделана, что я до 100 штук могу в ремонты делать, смогу у себя делать каждый год. 100 штук, да. Мы ремонтируем год вертолетов, вот на этот год 150 вертолетов. Все, поэтому... Ну, общий... Не факт, что там высушки ремонтируются. Не, общее то, что мы для себя взяли, два года брали аналитику, больше 250 двигателей ремонтируется на всех АРЗ, которые сегодня есть. УЗГА ремонтируют? УЗГА тоже ремонтируют. Но УЗГА, они там ремонтируют совсем мизер, они же все переключились на другие двигатели, на большие, поэтому для их просто неинтересно. Сегодня основной это 150-й в Калининграде, основная у него там. Это наш завод. Да, соответственно, в Омске есть мотор ремонтируют. В Твери ремонтируют, они примерно в одинаковом. Вот порядка 100 ремонтируют Калининград. А документы когда оформите? Документы у меня полностью все оформлены. Все. Я предоставил в 2019 году. Нет, первый ремонт освоен и все. То есть нет, первый ремонт я защищаюсь в июне месяце. В июне. Говорили про март. Договаривались про март. Ну, здесь пандемия немножечко сказала свое. Вопросы там документов. Мы готовы? Давайте посмотрим. Сколько работает у вас сейчас? 2300. 2300. Сокращение было, нет? Нет, нет, то есть держите, да? Да. Аркадий Фаридович, вам маленький подарок. Вы здесь первый раз. Да. Это вот мой старший сын, кстати. Он здесь начальником цеха работает. Да. Это цех его, инструментальный. Там, где, соответственно, самые сложные вещи делаются вот здесь. Это не по программе, я здесь вас так завел. Да. Здесь маленький подарок.
Мне он уже подарил. Да, это у всех есть эта делегация. Здесь показывают, то есть насколько это точно все делается. Да, герб, да? Это? Да, это герб Российской Федерации. То есть вот настолько... До конца лучше не разбирать. То есть в руках, если разберете, потом не соберете. Да, нет, То есть это в не руках, даже если подержите, да, разберете, обратно потом не ставите. Надо просто положить, чтобы температура была одинаковая. Спасибо. Чтобы температура была одинаковая. Спасибо. С Александром Юрьевичем поспорили, я говорю, ты не сделаешь так. Он Мы не сделаем. Это на этих станках расточили? Но нет, да, здесь на определенных станках, на специальных, то есть технологии отработали, но получилось. Это посмотрите, вот, посмотрите, какая Ой-ой-ой. примыкание. И вот оно, вот они. Мы находимся все-таки на предприятии, входящее в Ростех. Предприятие, которое готовит агрегаты для, соответственно, прежде всего боевого авиастроения и так далее. Все допуски, все нормы должны отвечать высочайшим требованиям. Вот мы сейчас с Анатолием Эдуардовичем говорили, что здесь нормы допуска выше, должны жестче быть, чем даже космос, потому что все-таки это боевое применение и более сложные условия. А это вот, пожалуйста, вот. Если его разберу, я действительно никогда не соберу. Это вот наш Кулибин. Но это вопрос не в Кулибине, это вопрос, что есть у нас вот такие техника, начала появляться станки. Вот это самое главное. Продолжается рабочая поездка индустриального директора авиакластера «Ростех» Анатолия Сердюкова и главы Башкортостана Ради Хабирова по предприятиям авиационного и ракетно-космического назначения города Уфы. На территории агрегатного предприятия «Гидравлика» располагается еще одно высокотехнологичное предприятие ООО «ЕСМ». С помощью станков, которые здесь выпускают, можно изготовить детали любой конфигурации и прочности. Трехэтажное, да, сзади? Оно 3 этажа, да. 3 этажа. Это было опытное производство. 6 тысяч. Здравствуйте, Фарич. Вот это хозяин теперь этого. Здравствуйте. Давай, теперь я тебе передаю уже. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте, Анатолий Ильич. Значит, компания ЕСМ занимаемся производством специальных станков, в первую очередь для электрофизических методов обработки, но параллельно освоили еще с 2011 года станки для традиционных методов обработки, токарных, фрезерных. Конечно, очень много у нас сделано благодаря непосредственно поддержке ОДК и работе с ОДК. И, в принципе, все технологические решения, они первоначально разрабатывались авиационным университетом в тесном взаимодействии с Объединенной двигательной корпорацией, ну, в первую очередь УМПО. Хотел продемонстрировать, чтобы сосредоточиться два типа оборудования, которые были созданы в последнее время при поддержке, в том числе, заказчиков основных и Минпромторга. Это станок для совмещенной электрохимической шлифовальной обработки, совмещающий два способа обработки: шлифования и электрохимии, позволяющий обрабатывать такие детали, как лопатка, в частности, замковая часть роторных лопаток, позволяющая обрабатывать детали типа гайка, типа детали топливной аппаратуры. Первыми заказчиками были МПО Румянцево и предприятие технодинамики. В вторую очередь были в данном случае ОДК. Оборудование уже введено в эксплуатацию на ряде предприятий, в первую очередь на МПО, для изготовления специальных деталей, в том числе деталей типа сегмент на новых двигателей. Аналогов в России не производится. Позволяет существенно в разы повысить производительность. Параллельно производим узлы и агрегаты для станков ЩПУ. В том числе экспортируем даже в Белоруссию. То есть сегодня вроде как большая часть станков идет из Беларуси, если говорить о соотношении российского производства и других стран Евразес. У нас узлы и агрегаты, которые мы освоили, поставляем на предприятия, которые созданы на территории Российской Федерации, совместные предприятия с Чехией, с Германией, с Австрией, ну и в Белоруссию. Практически все здесь то, что подготовлено на экспорт. Это, наверное, самый сложный проект и продукт, который был реализован компанией, опять при поддержке и заказе ОДК. Станок для круговой обработки лопаток. В данном случае позволяет существенно, практически в 3 раза, снизить трудоемкости при механической обработке.
Очень большой объем был проделан, подчеркиваю, сначала с ОДК, ну и впоследствии были выявлены те замечания, которые, например, на УМПО были выявлены, да, и они были здесь учтены и доработаны уже на этом решении, позволяющие, соответственно, в первую очередь сделать станок универсальный для всех типов лопаток. Ранее мы делали на каждый тип лопатки свой станок, поскольку от угла закрутки пера зависело, соответственно, расположение электродов. Здесь происходит процесс электрохимического растворения. По сути, что происходит на лопатке? Лопатка растворяется, управляемо. Нет, рукава какие-то эти все схлопнулись. Нет, это убрали токоподвод. Да, сюда, соответственно, опускается токоподвод, подается ток 10 тысяч ампер. Да? И, соответственно, происходит управляемое растворение с точностью до нескольких микрон лопаток. Я про исполнение станка сам. В данном случае это специально гидроизолированные токоподводы, да, которые в данном разработана специальная технологическая оснастка, она запатентована для возможности работы как с роботом, так и одновременно в этой кассете может устанавливаться до 3 лопаток. Ржавая такая. Ее происходит растворение. Хоть она из нержавейки, Сама? Ну, вот этих частей, не электродов. Одно из преимуществ данного процесса, что электрод-инструмент не изнашивается. Да? То есть если сегодня достаточно существенные затраты на всех процессах, связанных с обработкой титановых и жиропрочных сплавов, это инструмент. Большая часть инструментов закупается за рубежом. Ну, вынужденно, пока мы не все восстановили на нашей родине. Да? В данном случае электрод-инструментом можно обработать десятки тысяч лопаток точно. Одним. Если станок обладает наивысшей степенью защиты от коротких замыканий, то есть 9, позволяющая гарантированно работать без короткого замыкания и, соответственно, хранив электродный инструмент. Сюда вот она опускается, соответственно, оснастка. И, соответственно, опускается токоподвод, крепится. В данном случае для ручного исполнения закрепляется и происходит, соответственно, дальнейшая обработка. Из существенных отличий от предыдущих, в том числе, версий и вообще... Каждую лопатку надо вынимать потом. В данном случае, таким же образом, да? Да. Либо одну, либо 3 можно. В данного типа лопатки одновременно можно устанавливать 3 лопатки, да, и с кассеты будут выниматься 3 лопатки. Из таких существенных моментов, с которыми мы столкнулись при изготовлении такого оборудования, это были введенные санкции. Да, то есть ряд узлов и компонентов просто запрещены ввоз в Россию, и либо стоимость поднята до такого уровня, который не позволяет использовать на конкурентной основе. Поэтому, например, в данном случае привода прецизионные, которые сделаны прецизионные привода, они сделаны на гидравлике. То есть гидравлические привода, осуществляющие одновременно 2 движения: осцилляцию с частотой 50 Гц в секунду, 50 тактов в секунду, да, и перемещение с точностью до 2 микрон. Это позволило нам уйти от импортных узлов, это решение, соответственно, российских инженеров, уйти от импортных узлов с не ухудшающим, а улучшающими параметрами по жесткости, ну и добиться заданной производительности. То есть у нас в техническом задании стояло, что мы должны обработать лопатку за 20 минут, мы добились того, что мы 3 лопатки обработали за 20 минут, да, то есть в кассете одновременно. Считаю, что, конечно, без поддержки Ростеха, в данном случае ОДК, мы, конечно, такое не могли бы сделать. Но на сегодняшний день очень большой интерес уже проявлен, в том числе зарубежных компаний, например, Турбокам, да, производитель лопаток и турбин в мире. Один станок они уже законтрактовали, у нас более простого исполнения, да, то есть для односторонней обработки лопаток. Да. Со стороны Индии корпорация HAL. И понятно, что одно из направлений, которое могло бы быть интересно, наверное, Ростеху, предполагаю, это при продаже лицензий на изготовление того или иного оборудования, производимого корпорацией, поставлять также технологическое оборудование. Например, я был на корпорации HAL на 2 заводах, в том числе на двигателестроительном, и увидел там, с одной стороны, кучу импортного оборудования, которое они закупили в рамках лицензии, да, и часть была российского оборудования, еще советского оборудования, да, сделано с Стальтаматским станкозаводом, несколько станков было. И, конечно, там огромный, возможно, был бы пул, если такие проекты еще будут рассматриваться, чтобы в технологический комплекс, в состав технологической документации включать в том числе оборудование российского производства. Хорошо. Так, дальше наши действия. Это вот первый станок, да, получается? В таком исполнении, да, он первый. До этого 2 станка в другом исполнении были поставлены на УМПО, почему я несколько раз подчеркнул. То есть, если бы не было УМПО, то, конечно же, такого развития бы не было. А заказы есть, еще будете делать? Ну, на сегодняшний день есть программа в целом БДК очень серьезно
подошли к вопросу, чтобы добились мы результатов на этом станке, в Руснано выкупил эту компанию я. Когда, да, то есть они достигли убытков где-то около 300 миллионов и планировали закрыть компанию. Я был, соответственно, дилером, продавал основную часть их станков, которых они достаточно мало делали. И, конечно, очень серьезный расчет на ту программу ВДК, которая была связана с освоением в центре компетенции компрессорных лопаток НФМЗ электрохимических станков. Ну, какой результат по 2020 году теперь? Убытков нету и по 2020-му, и по прошлому. То есть последние 3 года компания после выкупа работает без убытков. То есть реализуем в том числе... Какой результат-то? Выручки вы имеете в виду? Да не выручки, а прибыль какая? Ну, небольшая, порядка 10-15 миллионов рублей в месяц. Ой, в год. Месяц неплохо. Спасибо, Александр Ильич. Как настроение вообще? А вот КБ ваш, получается, делал, да, вот станок? Нет, станок-то вот. Это все ваше, да? Полный комплект документации, в том числе на ключевые элементы, такие как источник тока и система управления. По сути, в этом станке еще одно ноу-хау — это разработанная нами система управления, то есть система ЧПУ, которая запрещена сейчас. А если мы парк будем делать с ним, то что будем делать? А он здесь будет самым главным участником. Что? Он же никуда не денется. Просто тут есть лишние площади, да, правильно я понимаю? Не, ну, как раз Виктор Алексеевич обсуждали, была в свое время инициатива, что давайте здесь создадим небольшой технопарк. Такое станкостроение, да, получается? Именно в области электрофизических методов обработки. Башкирия в этом обладает сегодня самыми лучшими компетенциями в России. То есть это будет такая одна из визитных карточек, потому что, ну, то есть некоторые вещи делают все. Поставьте просто на промчас, ладно? Хорошо. Давайте обсудим, да. Нет, сегодня это будет все-таки другое, это отдельно, на промчас посмотрим, ладно? Ладно. Скажите, пожалуйста, вот мы были с вами на предприятии «Гидравлика». Вы там были буквально свой. Я обратила внимание, что директор вам рассказывает не как человеку, который первый раз приехал, а как человеку, который знает все изнутри, детально. Ну, потому что я на этом предприятии уже не один десяток раз нахожусь. Видите перемены? Конечно, конечно. Это у нас одно из старейших предприятий, и очень много программ там реализуется. И вот мы сегодня очередной раз посмотрели, какие изменения прошли за последние полгода. Промышленность Башкортостана, экономика Башкортостана. Как оцениваете ее? Ну, мне сложно оценивать промышленность, но я могу сказать, что это один из таких опорных пунктов нашей промышленности, и авиационной особенно, которая расположена на территории Башкирии. У нас здесь крупнейшие предприятия и одни из самых ответственных предприятий, которые создают авиационную промышленность России. Какие планы, какие задачи ставите? Да нет, мы сегодня особых задач не ставим. У нас приняты стратегии, есть принятые программы деятельности, мы их сейчас просто реализуем. Может быть, на что-то хотите обратить внимание? Чье? Ну, наши Башкортостана. Да нет, вы знаете, мы более года назад приняли решение с администрацией республики о создании комиссии по взаимодействию как раз в части промышленности. Я считаю, что эта комиссия очень хорошо работает, мы уже много вопросов решили. И те, которые стояли перед республикой, и те, которые стояли перед Ростехом и перед авиационным кластером. И сейчас, я думаю, что вот сегодняшнее заседание, как раз мы послушаем, что мы сделали уже в этом году, и поставим план на ближайший квартал. Как оцениваете долю Башкортостана вот, в плане оборонной промышленности Российской Федерации? Очень высоко мы оцениваем. Вы имеете в объемах каких? В объемах мне сложно сказать, я так по субъектно не могу сказать, но здесь у нас крупнейшее предприятие по производству двигателей, и оно является одним из основных производителей двигателей, поэтому мы в авиационном кластере, я считаю, что двигателестроение это, наверное, порядка 30-40%. В Уфе часто бываете? Да, к радости, да. Бываю, 3, 4, 5 раз в году. Как оцениваете перемены вообще, видите или нет? Да, конечно. Вот мы даже находясь в этом помещении, видим, что создается совершенно новая инфраструктура для работы и администрации, и для населения, и набережную вы только что посмотрели, продолжается строиться. Я считаю, что изменения существенные. Поддерживаете? Конечно. Спасибо огромное. Не за что. Спасибо вам.